Я не буду скрывать, я категорически против данных внесенных изменений. Вообще, если честно, я не могу понять, как можно так вот смело вносить проект, там, где имеется явное нарушение конституционных прав наших граждан. Как можно на автомате списывать с электронных кошельков задолженность или еще что-либо, а право на обжалование, а право возможности неточности и так далее, нарушение банковской тайны. Очень много нарушений, которые, вот знаете, вы вносите сейчас в законодательство и в гражданский кодекс, и гражданский процессуальный и так далее. Вы не только налоговая. Вот я, если честно, не могу понять, что как вот срок временного ввоза вы сокращаете, да, если на 10 лет вы сокращаете эти сроки. Ну, много таких вот моментов. Уважаемые коллеги, вы, наверное, может, еще не все ознакомились с внесенным изменением, дополнением законопроекта. Как вы работали, с кем вы работали, и как так получилось, что вы вносите такие предложения? Гулят Ахматкуловна, можно я отвечу? Ответьте, пожалуйста. На ваш вопрос. Да. Что касается нарушения конституционных прав, мы наоборот, Гулят Ахматкуловна, здесь защищаем права наших граждан. Каким образом? Вот, например, на сегодняшний день по действующему законодательству, Гулят Ахматкуловна, по действующему законодательству на сегодняшний день признанные долги, вы это, наверное, лучше всех здесь знаете, что признанные долги мы отправляем на исполнение судебным исполнителям. А что такое признанные долги? Это решение суда, это признание своего долга, и мы отправляем этот документ судебному исполнителю. Судебный исполнитель что делает? Он закрывает аэропорт, ну, чтобы не возили, он ищет его имущество, но он создает дискомфорт этому гражданину. А мы законом предлагаем, если долг признанный, то есть он все инстанции обжаловал, суды прошел, он признал, долг является, статус долга признанным, мы, не утруждая его, с него снимаем деньги. И это же наоборот комфорт для должника. Вопрос признания, вы же это сами решаете. Вот как это заменяется механизмом автоначисления санкций? Ну это вообще все автоматизировано. Хочешь, сразу все спишут, нет, даже тебя не уведомив, да? Нет, там четко написано, признанные долги, все. Слова признанных долгов нету? Есть. Ну нету, мне укажите, в какой статье вы написали признанные долги. Признанные долги он и сам может добровольно возместить. Нет, ну, Гулят Ахматкуловна, давайте будем реалистами. Давайте будем реалистами, этого не написано. Признанные долги иногда признаются вопреки самого желания должника. То есть суд признал, что налоговое право, и суд признал. А гражданин может всегда говорить, я не признаю, суд неправильно сделал, Верховный суд, я не согласен. Ну, если мы даже эту норму сейчас уберем, да, скажем, допустим, мы сказали, хорошо, давайте уберем, сделаем как старым. Вы будете довольны, но наши граждане потом будут страдать. Каким образом? Им нельзя вылетать. Судебные исполнители свои проценты включат за взыскание этого долга. А у человека, у гражданина, физического лица, 1000 сом долг, и его госмашина создает ему препятствия. Ну, знаете, о 1000 сомов, как говорится, речь не идет. Мы говорим о тех долгах, которые обжалуются в суде. Да, вопрос в этом идет. Нет, признанные долги называются от 1000 и до миллиона, вот, безгранично. Поэтому, Гулят Ахматкуловна, здесь наоборот, мы тоже, по сути, не хотим, чтобы наши граждане нарушали конституционные права, или мы как-то перегибали палки. Мы всегда идем навстречу, всегда хотим упростить все процедуры. Все, что можно, мы упрощаем. И здесь как раз таки этот механизм самый справедливый. Ну это вам кажется, а вот с точки зрения государства. По поводу электронных кошельков физических лиц. Ну как это вот, знаете, очень много вопросов, которые касаются именно еще и банковской тайны. Про банковскую тайну мы уже Нацбанком решили, там проблем никаких нет, вопрос снят. А что касается вот... Ну а почему вы только с Нацбанком решаете? Этот закон же будет действовать на наших, на наших граждан же будет еще действовать. Нацбанк попросил здесь выступить, правильно?
Меня никто не просил Ну, тогда выступить. скажите, Меня о чем другой тогда? вопрос Хорошо, волнует. скажите, о чем речь идет? Это интересы в первую очередь наших граждан. Нет, где здесь наши Тайна, граждане? как говорится, банковская, я, Нет, например, это считаю, она интересы должна быть нашего согласна. государства. Как это интересы скажите, наших граждан? Скажите, о чем суть в этом статье? А Скажите. я не могу понять, вы мне задаете Ну, вопрос вы же или я задаете задаю? вопрос. Я вам задаю вопрос. Да, и упрекаете нас, а мы Я не вам упрекаю, я отвечаем. задаю вопрос. Не переходите, пожалуйста. И вы тоже не переходите. Я не перехожу, Вам я можно- задаю Алмамет вопрос. Насырбекович, Алмамет Насырбекович, Что-то вы Гүлак уходите в Маткуловна, другую сторону. алдырбаңыздар, сабыр кылыңыздар. Ну, меня волнуют именно такие моменты, да, вот почему это вот получается без моего согласия, без моего ведома налоговая будет вмешиваться в мои счета. Так получается? Гуля Ахматкуловна, если суд признает, что вы должны деньги, Правильно, налоговый правильно. месяц, И у лица есть право на обжалование, Ну, понимаете? правильно. Вот. И поэтому это может на самом деле правильно длиться. Каждый доказывает свою правоту. Да. Это И- право гражданина правильно, обжаловать. правильно, Но его нельзя Правильно. на автомате решать. правильно. И как только пройдут все инстанции гражданин Тогда вот пройдет. вопрос, и вы говорите признан, но слова признанного нету в тексте. Гуля Ахматкуловна, Гуля Ахматкуловна, есть. Гүлак Маткуловна, Алмамет Зачитай. Насырбекович, уксаңыздар, Суранч. Оқып беріп қойшы. Давайте будем друг друга уважать. давайте зачитаем. И ниже тон давайте убавим. Суранч. Ну, я не знаю, Дискуссию ведем мы здесь. Очень так Мы это же агрессивно дискуссию ведем. налоговая инспекция настроена. Вы знаете, я так не считаю, что все-таки интересы должно быть немножко по-другому решаться. Я вообще удивляюсь. Гуля Ахматкуловна. Вроде бы вам доверили такое ведомство, Гуля и Ахматкуловна. вы так вот начинаете таранить. Это неправильно. Нет, мы не согласны. Гуля Ахматкуловна, статья 85, четко написано, что признанные долги. Признанные долги – это когда гражданин уже все инстанции обжалования прошел. Но давайте тоже думать с точки зрения государства, налогового администрирования. Ну где здесь несправедливо, если долг признан Верховным судом, а мы не можем взять... Мы у юридических лиц, у бизнеса сейчас берем, если признан, мы эти деньги снимаем. А почему нельзя эти деньги, которые суд признал, но если мы оставим как есть, но суд откорчу, тогда добавить свои проценты, у судебных исполнителей свои проценты. Таким образом, тот лицо, который признан долг, у него будет еще, он должен платить будет судебному исполнителю, у него будут ограничения в аэропорту, у него будут все госмашины применить свои санкции. Мы наоборот же здесь хотим, чтобы для граждан было легче, чтобы государство у них сразу алып қойыш керек. Ну, если у него признаны долги. Я не пойму, что здесь несправедливо. Она айтса, вот зачем Ну, так вы очень много отвечает? говорите. Ну, а как отвечать? Вы Соглашаться, очень что ли? много говорите. Вот, а по поводу штрафа. По поводу чего? Рахмат.